Итоги недели на главном телеканале Республики. В студии Гузель Ахметьярова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Регион для подражания. Башкортостан признали одним из лучших субъектов по индексу качества жизни людей с инвалидностью. Создание условий для того, чтобы людям жилось комфортно. Людям, которые в силу разных причин, но, к сожалению, оказались вот так, кто инвалидизирован, кто детки наши болеют. Поэтому вот это одна история. Главная женщина в жизни каждого человека. Я хотела 2 только. Он говорит, нет, у меня будет 10. 3 русалки, 7 богатырей. В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается День матери. Всех мам поздравляю с праздником. Это огромный труд воспитывать детей. Республика выполнит все принятые социальные обязательства. Предусмотрена индексация заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на 20,7% с 1 января 2026 года. Бюджет Башкортостана остается ориентированным на его жителей. Хобби с риском для жизни. 5 сантиметров это можно провалиться. Спасатели республики дежурят на водоемах в рамках профилактического рейда «Тонкий лед». Надо помнить о том, что ни один улов не стоит человеческой жизни. Уже вторую неделю подряд информационная повестка республики тесно взаимосвязана с Москвой, где глава региона вновь был с рабочим визитом. На Всероссийском форуме «Открыто для всех» Башкортостан признали одним из лучших субъектов по индексу качества жизни людей с инвалидностью. Данные рейтинга озвучило агентство стратегических инициатив. Радик Хабиров поделился инклюзивными практиками республики. Об опыте, который уже сейчас могут перенимать в других регионах страны, расскажет Артур Шамсудинов. Таких экзоскелетов по всей республике единицы, и один из них в центре «Салют». И вот уже на протяжении 8 месяцев 17-летняя Полина, у которой диагноз ДЦП, учится с его помощью ходить. Каркас помогает разрабатывать саму механику движения, приучая тело и посылая сигналы в мозг. И заметные результаты уже есть. Такой большой центр. И здесь все собрано, и водолечение, и бассейн, и педагоги, и социальные реабилитологи, много всего. И лечение идет, получается, да, и реабилитация, и социальная адаптация. Все в одном месте. Там вот и школа есть отдельно, там отделение школы Йондос. То есть это вообще, надо много позже было родиться, а то мы уже заканчиваем, даже 18, скоро 18. Центр «Салют» открылся чуть больше года назад. За это время реабилитацию в его стенах прошли более 6 тысяч детей. Это почти 1/3 от их общего числа в республике. Всего же в регионе 250 тысяч людей с инвалидностью, и власти поэтапно стараются создавать не просто инфраструктуру, а развивают саму культуру принятия таких жителей. Мы сделали таким образом, что все сообщества для нас не какие-то контрагенты или партнеры в споре. Они наши сообщники. Мы их сообщники, мы их соратники. Потому что, да, мы сразу говорим, может быть, чего-то сразу не сделаем. Но, условно говоря, для того, чтобы только в Уфе провести и все в порядок, там, по комфортной среде, дойти до каждой малой улички, понимаете, что речь идет там не сотни миллионов, а миллиардах, десятках миллиардов рублей. Тем не менее, мы говорим, мы вот это сделаем и последовательно к этому идем. Это первое. И второе, для нас самым экспертным сообществом, помимо, понятно, медиков, выступают мамы детей или те, кто непосредственно провожает, потому что они на месте. Именно оценка людей с инвалидностью, а также семей, где растут особенные дети, легла в основу индекса качества жизни. Башкортостан в этом рейтинге обошел почти 8 десятков регионов, по сути, став одним из лучших. Вот вы видите на экране 30 лидеров, которые победили, да, так скажем, в рейтинге по инклюзии. Башкортостан 11-я позиция. Как отметили в агентстве стратегических инициатив, опыт республики во многом показателен. Республика Башкортостан одна из первых, может быть, даже, я не знаю, по-моему, единственные, кто ежегодно проводит такой форум на уровне республики, ломая барьеры. Я знаю, что для вас это тоже стало таким стимулом изменений, которые происходят в республике, потому что очень много программ появилось региональных и в области реабилитации, поддержки производителей, и социальная поддержка, и образовательные программы. При поддержке главы Башкортостана были открыты и модернизированы 5 реабилитационных центров в Уфе, Нефтекамске, Кумертау, Белорецке, а также 14 филиалов в районах. Внедрили систему выдачи сертификатов для лечения и реабилитации, причем как для детей, так и для взрослых. Именно после форума «Ломая барьеры» республиканские власти
усилили работу с производителями специализированного оборудования. Мы сделали программу субсидирования из бюджета республики. 50% оборудования, которое не покупают, и 50% сырья, которое не покупают. Деньги, понятно, небольшие. Мы установили предельные лимиты. Значит, в прошлом году мы раскидали таким образом 20 миллионов. То есть по мере роста возможности мы будем это делать. Но для них даже 1 миллион, для них даже 500 тысяч, это, как правило, не очень большие предприятия. Это очень хорошая история. Один из важнейших факторов – социализация. Чтобы, к примеру, особенные дети не чувствовали себя одинокими, для них организовали разные мероприятия. Для мальчиков это форум «Территория героев», который проводят в парке «Патриот», а для девочек – бал маленьких принцесс. И вот когда вот этот день X наступает, это какое-то шикарное пространство, дворец, где все собираются. И кадеты, да, мальчики-кадеты. И вот ну, как бы я видела запись, девочка на коляске, она сама не ходит. И в очень красивом платье, с такой прической. И ее парень-кадет вот так берет на руки, и просто ее весь вальс кружит ее в танце. Ну, непередаваемые эмоции, конечно. В республике растет число работающих людей с ограниченными возможностями здоровья. Их более 25 тысяч. Реализуется госпрограмма «Доступная среда», на которую с момента запуска уже направили свыше 1,5 миллиарда рублей. Вся социальная политика в Республике Башкортостан направлена как раз на помощь инвалидам, причем как взрослому населению, так и детскому. При этом вектор задан на то, чтобы именно инклюзия, а это значит доступность всех сфер полноценной жизни человека, стала доступной и для людей с ограниченными возможностями. Для обсуждения ключевых вопросов действует Координационный совет по делам инвалидов под личным руководством главы Башкортостана. В нашей республике создано, на мой взгляд, очень открытое созидательное пространство для общественных организаций, специалистов, где голос каждого может быть услышан и учтен. Главное, есть желание садиться за круглый стол и искать приемлемые решения на самом высоком уровне. И вот это дает возможность формировать запрос непосредственно от людей. Это ценно. Вопросы, задачи есть и будут. Они составляют основу нашей работы. Но есть также и условия, чтобы их решать. Условия в том числе для людей с нарушениями слуха. Телеканалы БСТ и Тамыр совместно с обществом глухих, к примеру, запустили цикл передач для детей. Юные герои участвуют в постановках, общаясь на языке жестов. Вот все равно, когда смотришь, зрительно запоминается. Вот, например, я запомнила: ребята, вы придете еще вместе почитать. Некоторые жесты дедушка, бабушка, коза, вот легкие совсем. Их может запомнить даже обычный человек, который и не хотел запоминать. Форум открыт для всех, который впервые прошел в Москве, обо всем, что может сделать страну комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья. И Башкортостан здесь выступил как один из регионов-доноров успешных практик, показав, как власти последовательно выстраивают общество равных возможностей. Артур Шамсудинов, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Башкортостан в очередной раз признали лучшим в России по развитию спорта. Церемония награждения проходила в Москве. Премию главе республики Радию Хабирову вручил министр спорта Михаил Дегтярев. На сегодня в Башкортостане более 2 миллионов человек активно занимаются спортом. Вовлечение населения в данную деятельность в регионе происходит через системную работу. Какие позитивные изменения произошли за последние годы на спортивной арене страны, в репортаже Анны Морозовой. В номинации «Регион России. Лучший субъект Российской Федерации» победила Республика Башкортостан. Алга, Башкортостан! Вот так под аплодисменты в торжественной обстановке одна из самых престижных наград в области физической культуры и спорта досталась Башкортостану. Обладателем национальной премии республика стала уже во второй раз. Впервые регион отличился в 2019 году. С тех пор на спортивной арене произошло немало перемен. И, как отметил Радий Хабиров, это большая общая победа. Я с огромным таким счастливым чувством повезу эту награду домой и предоставлю ее всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, это методисты, это учителя физкультуры, это великие наши спортсмены. Это совсем начинающие мальчишки, девчонки, потому что это их заслуга. Сегодня в Башкортостане более 2 миллионов человек активно занимаются спортом. Вовлечение населения в данную деятельность в регионе происходит через системную работу, планомерную подготовку потенциального резерва и создание современной инфраструктуры. Когда я приезжаю в Уфу,
например, и иду по набережной с моими любимыми палками банджи-памп, там тартановая дорожка, там великолепные виды, памятник Салавату Юлаеву, и ты понимаешь, что отсюда уходить не хочется. И я открывал тоже вместе с главой республики много спортивных объектов, мы форум «Россия спортивная держава» проводили, и вот когда не для галочки, а действительно для каждого жителя. Так, в 2022-м в Уфе заработал Республиканский центр гимнастики, а в 2024-м состоялось открытие Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Тогда же в рамках форума «Россия спортивная держава» в столице распахнул свои двери Центр фехтования. Здесь имеются тренажерный и тренировочный залы, а также 2 специализированных для соревнований с трибунами для зрителей. Кроме того, есть зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения. А в день празднования 450-летия столицы состоялось открытие Дворца борьбы. Здесь проходят различные соревнования как российского, так и международного уровня. Еще один уникальный объект – комплекс гребного слалома. За счет стоящей рядом ТЭЦ работает он круглый год. Теперь здесь проводят турниры, а сам центр стал базой для тренировок и сборов атлетов национальной команды. И эти инвестиции в спорт действительно конвертируются в яркие победы наших спортсменов и здоровья нации. Также республика задает новые стандарты и для других регионов. Прославлять Башкортостан на российской арене продолжает и Семен Елистратов. Накануне он победил на этапе Кубка страны на дистанции в 1000 метров. И это стало возможным в том числе благодаря появлению в Уфе центра по шорт-треку. За годы работы спортсооружение не раз принимало сильнейших скороходов России. А часть нашей сборной под руководством опытного тренера Андрея Максимова готовится к сезону именно в столице республики. Хочется пожелать моему родному Башкортостану развития как в олимпийском движении, так и в паралимпийском, так и просто в развитии спорта в нашем регионе. Вперед, Башкортостан! Алга, Башкортостан! Не чужда физическая культура и людям с ограниченными возможностями здоровья. Центр адаптивного спорта республики является основной базой подготовки атлетов, членов сборной по разным видам дисциплин. Башкирские пловцы, теннисисты и фехтовальщики выступают на чемпионатах мира и паралимпийских играх, завоевывая медали разного достоинства. В центре также реализуются дополнительные образовательные программы подготовки более чем по 20 направлениям. Сейчас в регионе ведется большая работа по вовлечению в занятия спортом и физической культурой ветеранов спецоперации. С 23 года создана группа по подготовке спортсменов среди ветеранов специальной военной операции. У нас появились уже сборные команды Республики Башкортостан по волейболу, сию, по слэш-хоккею, по индивидуальным дисциплинам, как зимние, так и летние. И по Российской Федерации Башкортостан тоже также имеет большие призовые места, и мы на слуху, нас видят, нас слышат. Стоит отметить, что в этом году республика вошла в тройку призеров еще в 2 категориях. Школа Олимпийского резерва по фехтованию стала лучшей спортивной школой, а Центр адаптивного спорта Башкортостана отличился в номинации «Надежда России». Неудивительно, что наша школа находится в тройке лидеров страны. Наша школа одна из сильнейших, и об этом говорят наши результаты. Спортсмены нашей школы на последней Олимпиаде завоевали золото и серебро. В прошлом году наши спортсмены были призерами первенств мира и Европы. Также у нас очень много победителей первенств России в разных возрастах. Спорт в регионе становится все более доступным и массовым. Так выполняется задача, поставленная президентом России. В декабре в Уфе пройдет первая зимняя спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже известно, что мероприятия посетят более 1500 участников. Также в этом году дали старт строительству центра настольного тенниса. Так республика продолжает оставаться ключевой точкой на спортивной карте страны. Анна Морозова и Юлия Паршина. Итоги недели. Последнее воскресенье ноября отмечают самый трогательный праздник – День матери. Ради Хабиров в социальных сетях поздравил главных женщин в жизни каждого. Глава республики поблагодарил мам за доброту и силу духа. Традиционно на неделе прошла торжественная церемония вручения орденов и медалей многодетным родителям, а также папам и мамам, вырастившим достойных потомков. Секретами создания крепкой семьи поделились герои нашего сюжета. Динара Таймасханова продолжит тему. А 3-го у внука... У Булата 5 декабря, потом 19 у Салавата
и старшая дочь 11 декабря. Равилята Мендарова говорит, память стала плохая. Дни рождения теперь пишу в блокнот. Хотя тут из хорошей запомнить столько цифр не просто. 22 важные даты. Именно столько раз в их семье звучал первый крик новорожденного, дни рождения 10 детей, 12 внуков. Немало, но что они будут многодетными, супруг заявил, так сказать, еще на берегу. Я хотела 2 только. Он говорит, нет, у меня будет 10. 3 русалки, 7 богатырей. Бог решил вот так. 8 девочек, 2 мальчика только. Ничего, вырастили. И не было трудно. На вопрос о секрете воспитания отвечает, что его нет. Личный положительный пример – самый главный педагог. Их большая семья – это еще и слаженно работающий механизм. Больше всех, конечно, приходилось старшей Венере. Она не смогла сегодня присутствовать. Я вторая. Она руководитель нашего такого семейства большого была. Когда родителей нету, она брала бразды правления в свои руки. Кто-то отвечал за уборку, кто-то за мытье посуды, кто-то помогал в приготовке еды. Гульнара Багаудинова воспитывает сына по принципу веры. Когда он родился с особенностями здоровья, она верила, что его спасут, верила, что смогут вырастить, вкладывали в него все силы. Так и получилось. Алмаз ходит в школу, играет на гитаре и гордится мамой. Хрупкая с виду, но сильная внутри. Она доказывает это и в семье, и на работе. Уже 2 года женщина служит в системе МЧС. Благодаря, опять-таки, потраченному времени, силам, уверенности. У меня ребенок обучается в 8 классе, самостоятельно сам ходит в школу, сам возвращается, у него очень много друзей. Я им восхищаюсь. Он тоже очень сильный мальчик, он никогда не комплексует. И его окружают только хорошие люди. А у этих женщин, называющих себя боевыми подругами, форму носят сыновья. Мальчишки с одного двора, хорошие друзья, их когда-то разделил переезд. И как бы необычно это ни звучало, вновь соединила спецоперация. Уже как боевых товарищей. Дома объединился их главный тыл – мамы, которые поддерживают друг друга здесь. Бойцы служили в разных подразделениях, случайно встретились в блиндаже и уже позже оказались в одном строю. Мы жили в одном доме. Потом судьба развела. И наши... Зеля уехала. Переехали они. И встретились уже наши сыновья на фронте. 20 лет прошло, как мы переехали. И, по-моему, говорит, это Никита подумал. Потом он, говорит, на меня смотрит, я, говорит, на него смотрю. Вот они так в этом месте. Потом Никита уже... Денису перешел, они как-то уже потом вместе. Так мы вдвоем держимся. Да, так и держимся, поддерживаем друг друга. В колонном зале 11 семей, а занятых мест больше почти в 7 раз. Ради Хабиров, поздравляя мам и пап, отметил, что Башкортостан – многодетный регион. И число таких семей с каждым годом растет. Эффективно работает комплекс разработанных мер поддержки. Мы в республике создаем все условия для счастливого материнства. Строим детские сады, школы, больницы, поликлиники, дома культуры, спортивные центры. Открываем новые кружки, спортивные секции, проводим праздники, организуем летний отдых. Особые слова благодарности в адрес родителей, воспитавших настоящих защитников Отечества. Каждая семья, где вырос герой, достойный пример для всей республики. Я даже и не мечтала о девочке. Вот они вот как девочки. И по дому помогают, и кушать приготовят. Каких-то ограничений нет. Очень рада, что такой День матери есть. Я всех мам поздравляю с праздником. Это огромный труд воспитывать детей. В этом году в копилке достижений Башкортостана стало на 2 мамы, героини больше, а еще появились семьи, удостоенные медалей и орденов, родительская слава и родительская доблесть. Эти высокие награды – заслуженное признание реальных дел и ежедневного подвига. Очень приятно, это даже неожиданно, можно сказать, что вот такое присвоили нас такой награде. Поэтому мы чуть-чуть волнуемся, конечно, в плане того, чтобы... Ради Вагритович нас наградил. Дети, они же как губки впитывают все от своих родителей. То есть как ведут свой образ жизни родители, так же будут, соответственно, вести себя дети в будущем.
Самый душевный праздник учрежден как дань уважения к материнскому труду, зачастую круглосуточному. А отпуска и выходных в этой профессии практически никогда не бывает. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Булат Садриев. Итоги недели. На неделе парламентарии приняли в первом чтении бюджет Башкортостана на следующий год в размере 314 миллиардов рублей. Как и прежде, он будет социально ориентированным. При планировании учитывали текущую ситуацию в регионе. Разработчики законопроекта сделали все, чтобы сбалансировать финансирование важных отраслей в сложных экономических условиях. Эксперты утверждают, дефицит в 22,5 миллиарда рублей не повлияет негативно на жизнь граждан, так как большая часть средств, которые вложены в инфраструктурные проекты, со временем должны окупиться. Обо всем по порядку расскажет Даниэль Байков. Обсуждение бюджета на ближайшую трехлетку – один из важных вопросов, который касается каждого жителя Башкортостана. Поэтому обращения со стороны народных избранников к руководителю финансового ведомства региона шли одни за другим. Согласно главному финансовому документу, доходная часть казны составит в следующем году 314 миллиардов рублей, тогда как расходы – 337 миллиардов. Как и в предыдущие годы, бюджет будет социально ориентированным. Средства направят на поддержку образования, здравоохранения, экономику и ЖКХ. Все обязательства перед населением, вне зоны риска. Несмотря на сложные экономические условия, нам удалось сохранить расходы социального блока на уровне текущего года и даже предусмотреть где-то с небольшим ростом. На социальную политику с учетом страховых взносов на обязательное медицинское страхование предусматривается 90 миллиардов рублей или почти 27% от общего объема расходов. На предоставление социальных выплат более 1 миллиону граждан на 2026 год предусмотрено 52,8 миллиарда рублей. Из них на выплаты участникам СВО и членам их семьи 24,5 миллиарда рублей. Несмотря на внешние вызовы, эксперты прогнозируют рост доходной части казны за счет налоговых поступлений, акцизов, а также финансовой помощи от федерального центра на сумму почти в 75 миллиардов рублей. Рабочий абсолютный бюджет. Разумные показатели внизи, то есть это не надо ничего сочинять, придумать, базовые, как вы говорите, показатели. Понятно, что некоторые вещи мы, может быть, наши мечты какие-то отложили вправо, но самое главное, вновь я хочу сказать, все социальные обязательства, все наши необходимые доли софинансирования крупных строек, которые идут по линии федерального бюджета, они есть, и мы их выполним. Дефицит бюджета составит 22,5 миллиарда рублей. Общая задолженность достигает 90 миллиардов. Большая часть средств – это федеральные бюджетные кредиты, вложенные в строительство инфраструктурных объектов, в том числе школ, больниц, модернизацию ЖКХ. С экономической точки зрения дефицитный бюджет – это на самом деле один из инструментов для развития все-таки экономической системы, поскольку дефицитный бюджет означает, что расходов больше, и, соответственно, мы вкладываем денежные средства в расширение производств имеющихся, либо создание новых каких-то проектов, что, в свою очередь, приведет к увеличению прибыли, развития и в дальнейшем налоговых поступлений. Эксперты уверяют, что беспокоиться о превышающих расходах не стоит. Каждый вложенный рубль в будущем окупится. Есть программа развития на долгосрочный период, так что в этом смысле думаю, что определенный дефицит бюджета, вот такая определенный зазорчик, определенная дельта, она будет сохраняться. Она, кстати говоря, и стимулирует руководителей региона в данном случае к более эффективной работе, то есть постановка повышенных задач, она всегда, как говорится, мотивирует, стимулирует к более эффективному труду. И в Башкортостане для обеспечения устойчивого экономического развития созданы все условия. Для наращивания промышленного производства в республике делают ставку на развитую инфраструктуру, куда подведены инженерные сети и коммуникации. Взять, к примеру, кластеры, их в регионе 25, а еще индустриальные и технопарки, где функционируют предприятия с возможностью расширения и выпуска еще больше востребованных товаров. В нынешних условиях, когда какие-либо дорогостоящие проекты уходят на второй план, в будущем году аналитики ожидают расширения госпрограммы по развитию транспортной системы и не только. Программы развития городской среды и коммунальной инфраструктуры. Это все должно благоприятно сказаться не только на состоянии города Уфы, но и муниципальных районов республики.
У работников бюджетной сферы прогнозируют рост заработной платы. Предусмотрена индексация заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на 20,7% с 1 января 2026 года. Необходимые средства заложены на устойчивое функционирование учреждений социальной сферы, а также сохранены меры государственной поддержки приоритетных отраслей реального сектора экономики. В течение 3 ближайших лет аналитики ожидают позитивные тренды в развитии сельского хозяйства, строительства жилья, росте инвестиций и промпроизводства. Не забывая, конечно, и о подготовке новых кадров, а также создании комфортных условий жизни. Эксперты надеются, что в последующем доходы и расходы государственного бюджета Башкортостана будут на одном уровне. Даниил Байков, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Опыт уфимского хосписа хотят распространить по всей стране. Об этом высказались члены Госкомитета по развитию гражданского общества. Вопросом общественных и религиозных объединений после посещения Центра паллиативной помощи. Парламентарии приехали в республику с рабочим визитом, в рамках которого встретились с главой Башкортостана и обсудили работу некоммерческих организаций. Подробности далее. Боялась, удивлялась. А теперь уже это в порядке вещей, что Люся наша поддержка. Сейчас она уйдет, я еще недельку после нее буду. Тоскливо будет. Я вот уже привыкла как к родной. Она сама по себе хороший человек, душевный такой. Люся, она же Людмила Васильевна, взяла своего рода шефство над Алевтиной Андреевной, у которой это первый заезд в хоспис. Они мало говорят о себе и все больше друг о друге. В обыденной жизни вряд ли бы встретились, а в хосписе сдружились так, словно знакомы долгие годы. Быть может, потому что каждая не понаслышке знает, какое испытание проходит соседка. Нам надо общаться, общение нам необходимо. Ей 75, мне 70, поэтому как-то совпадение. Это счастливая случайность – результат внимания персонала к деталям. В них столько добра, тепла. Вот даже у них, может, настроения нет дома где-то, да? Они сюда приходят, этого не показывают. Они разговаривают с собой по-простому. Это уже, понимаете, вот частица радости. То, что тебя здесь уважают, к тебе относятся так же, как не как к больному, а как к нормальному человеку. И к ним, как к обычным людям, заглянули гости, члены Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Экскурсию по Центру паллиативной помощи провела председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Карина Хабирова. Гости пообщались с подопечными, персоналом, увидели то, что и не думали здесь найти. Бассейн, молитвенные комнаты или вот такую обычную домашнюю кухню, где мамы осенью готовят соленья, что в обычной жизни сделать не могут, все время с детьми. А хоспис дает возможность родителям перевести дух. 10 лет вообще семья никуда не выезжала, ничего, просто не отходя, находилась с ребенком. Когда она приехала сюда, она первый раз была с ней, то есть она не решилась ее оставить. Когда увидела, что здесь все хорошо, за ней хорошо ухаживают, она ее оставила, и они с мужем впервые уехали на море отдыхать. Приезжает потом и говорит: я, говорит, вернулась не одна. Мы говорим: ну что? Она говорит: я, говорит, беременна. Знаете, вот если бы не было вот этой души, с которой они это делают, если не было бы политической воли и такой поддержки, зайдя сюда, мы видим, какое количество и общественных организаций, и отдельных благотворителей, этого бы не получилось. Вот этот опыт транслировать на всю страну, а его нужно транслировать, потому что такого по всей стране нет. Мы договорились, что мы в Государственной Думе сейчас по итогу проведем заседание 3 комитетов. Соберемся, мы обязательно хотим пригласить Карину Владимировну, чтобы она рассказала и показала этот опыт. И большую роль играет участие благотворительных организаций. Повышение эффективности НКО стало одной из главных тем на встрече членов профильного комитета с Радием Хабировым. Некоммерческие организации поддерживает фонд грантов главы республики, а на конкурс президентских грантов в этом году Башкортостан подал больше всего заявок. Как-то так сложилось, что Республика Башкортостан, вот несмотря на, может быть, некую нашу отдаленность от Москвы, очень активная. Такой пример, если взять социально ориентированные некоммерческие организации, то мы достаточно в России, наверное, 1-2 места занимаем по объемам, которые услуги они оказывают, и вообще в целом по мерам поддержки. Достаточно большое количество таких благотворительных организаций. Насколько я знаю, у вас сегодня была возможность посмотреть наш хоспис. Он полностью, в общем-то, является примером того, как благотворительная организация организует работу для людей
которые в этом нуждаются. Конечно, приезд профильного комитета – это большая ответственность и большая честь для республики, потому что мы одни из лучших по развитию гражданского общества. Есть практики уникальные, которых нет в других регионах. В том числе мы будем обсуждать предстоящий год народного единства, который объявлен президентом нашей страны. И, конечно, межнациональное единство, межконфессиональное согласие – это в том числе такая большая, глубокая системная работа нашего региона. Члены комитета Госдумы посетили и другие объекты, где так или иначе задействованы социально ориентированные некоммерческие организации. Среди них Центр борьбы и студенческий кампус Евразийского НОЦ. Мы увидели абсолютно разные варианты взаимодействия с гражданским обществом. Мы увидели уникальный опыт, но мы отсюда уедем не только с лучшими практиками, которые мы будем тиражировать по стране, но мы обсудим те законодательные инициативы и те поправки и изменения в постановлении правительства, которые помогут развиваться еще сильнее. Свою работу члены комитета Госдумы продолжили уже в формате круглого стола, в котором приняли участие представители некоммерческих организаций, башкирские парламентарии и религиозные деятели. Вместе обсудили меры поддержки НКО, участвующих в решении сложных социальных проблем. Итоги поездки в республику в будущем могут вылиться в новые федеральные проекты и в законодательные инициативы, которые коснутся уже всю страну. Анастасия Ильчебаева, Артур Хуснудинов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Белорецкие спасатели вывели с тонкого льда рыбаков, которые решили порыбачить в городском пруду. А на днях там же свою удачу решил испытать местный экстремал, который катался на коньках. Увидев его через камеры наблюдения, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда тут же выехали на место и предотвратили беду. В очередном рейде принял участие наш корреспондент Азат Садреев. Чтобы пробурить лед, спасателям понадобилось всего пару секунд. И дело тут не в мужской силе. Толщина льда после замеров составила всего 5 сантиметров. И это недалеко от берега. Чуть дальше и того меньше. Молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пористый. Такой тонкий лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Опытным спасателям не раз приходилось выручать попавших в беду рыбаков. Дают советы, как помочь себе до их прибытия. Распластаться, более большую площадь льда захватить. Ни в коем случае не вставать на колени, на руки. Ползком выходить ближе к берегу на хорошую толщину льда. Ну и самое главное, наверное, не паниковать. Да, и не поддаваться своей панике. Быть хладнокровным, спокойным в этой ситуации. Эти советы помогли Руслану Аплаеву, хотя в ледяной воде он оказался не по своей воле. Пару лет назад на этом же пруду он увидел подростков, которые провалились под лед. Не думая о себе, он тут же бросился на выручку. Левой рукой удерживал 2 мальчишек, правой цеплялся за кромку до приезда спасателей. Самый, наверное, страшный момент, это когда вот крайний мальчишка, который у меня на руке висел, он сказал, что вот ему плохо, он легкие не чувствует. И я смотрю, он что-то обмякать начинает, голову назад закидывает, и у него вода уже вот так вот пошла, я руку приподнимать, тихоньку держать. И вот тогда было именно страшно, что он сейчас, если сознание потеряет и свалится, здесь помочь уже мы ничем не сможем. К счастью, спасатели успели вовремя и вывели всех на берег. Чтобы предотвратить такие случаи, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда регулярно проводят профилактические рейды. Рафис Галимов – заядлый рыбак с 40-летним стажем. К таким беседам относится с пониманием, но и перебороть свой рыболовный азарт тоже не может. 5 сантиметров – это уже можно смело выходить. Именно по первому льду, а не по последнему. Последний лед 5 сантиметров – это можно провалиться. Потому что тут вот родники пробивают, промоины, все эти дела. Но надеяться лишь на удачу не стоит. Толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров. И нельзя проверять его прочность ударом ноги. Можно запросто провалиться. Несмотря на рыболовный азарт, спасатели все же не рекомендуют пока выходить на тонкий лед. Его толщина у берега составляет всего 5 сантиметров, а чуть подальше и того меньше. Впереди у рыбаков еще целый зимний сезон, так что поймать свои трофеи они еще успеют. И надо помнить о том, что ни один улов не стоит человеческой жизни. Азат Садреев, Шамиль Каримов, Иван Шабрин. Итоги недели. Белорецк. Ради Кабиров обозначил направление работы главам муниципалитетов на следующий год. Театры республики снова стали номинантами премии «Золотая маска», а Уфа превратилась в площадку отборочного этапа международного конкурса. Обо всем подробнее в следующем обзоре.
Радий Хабиров обсудил развитие городов и районов Башкортостана с главами муниципалитетов. Семинар прошел в Мелеузовском районе. Руководитель региона подчеркнул важность совместных усилий всех уровней власти для обеспечения динамичного развития республики и дальнейшего повышения качества жизни людей. Радий Хабиров отметил, что от каждого из присутствующих зависит то, насколько качественно будут решаться стоящие задачи. Глава Башкортостана поблагодарил руководителей муниципалитетов за ответственную работу в 2025 году и обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности. В рамках программы семинара участники также обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстраивание конструктивного диалога с жителями городов и районов, механизмы сопровождения инвестиционных проектов. В Уфимском центре «Артерии» открылась фотовыставка с историями людей, которые преодолели онкологическое заболевание. За каждым снимком годы борьбы, моменты отчаяния и невероятная воля к жизни и поддержка близких. Организаторы выставки надеются, что эти истории вдохновят тех, кто сейчас проходит лечение, напомнят о важности ранней диагностики и вселят уверенность в победу над страшным недугом. В Башкортостане проект «Химия была, но мы расстались» реализуется с 2023 года. За это время в нем приняли участие более 50 человек. Известная певица Полина Гагарина помогла мальчику из Уфы. Народная артистка Башкортостана перевела почти 2,5 миллиона рублей на лечение 8-летнего Таира. Он уже 3 года борется с лейкозом. Несмотря на химиотерапию, у ребенка случился рецидив. Теперь ему предстоит пересадка костного мозга. Подходящих доноров будут искать через мировые регистры. Только предварительные расходы составляют почти 3,5 миллиона рублей. Треть этой суммы собрали силами друзей и родных. С оставшейся частью помогла артистка, которая и закрыла сбор. 2 театра республики вошли в число номинантов Всероссийской премии «Золотая маска». Театр «Кукол» презентовал постановку из цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» под названием «Тьма египетская». После реконструкции в учреждении активно заняты возрождением вечернего репертуара. Представители театра «Нур» выдвинули на конкурс спектакль «Гора» по произведению Ильдара Юзеева в номинации «Драматический театр». Всего же подано свыше 700 заявок со всей страны. Победителей национальной театральной премии озвучат летом следующего года в Омске. В Уфе прошел отборочный этап международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Имена России». Его участниками стали около 50 танцевальных коллективов и почти 100 вокальных ансамблей, солистов, музыкантов. В столицу Башкортостана со своими номерами приехали и представители других регионов. В этом году отборочные этапы проходят не только в России, но и других странах. По итогу лучшие из лучших станут участниками масштабной творческой постановки осенью следующего года. К слову, проект 3 раза попадал в Книгу рекордов страны за массовость. Лучшие спортсменки страны собрались в Уфе на чемпионате России по боксу. Накануне во Дворце борьбы состоялось торжественное открытие и первые поединки. Всего на соревнованиях выступят 187 спортсменок. Республику Башкортостан представляет 8 участниц. Чемпионат России продлится до 5 декабря. На этом выпуск завершен. Сразу после не пропустите авторскую рубрику моего коллеги Руслана Шарафуддинова, в которой он расскажет о ключевых событиях недели через призму своего мировосприятия. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.